Медвежонок Умка, спасенный с льдины в Алюкминском улусе в середине мая, уже обрел новый дом. Им стал зоопарк Орто-Дойду, куда животное доставили на самолете 13 июня. Наша съемочная группа заглянула в гости к Умке и заодно посмотрела, как живут всенародные любимцы – белые медведи Колымана и Ломоносов. Умка. Умка красавец. Умка хорошая. Рыба на завтрак, овсяная каша на молоке в обед. Из такого нехитрого меню состоит рацион питания 6-месячного медвежонка Умки. Аппетит у животного самый что ни на есть зверский. А ведь еще совсем недавно малыш пережил настоящую трагедию. История медвежонка Умки необычна и трогательна. В середине мая животное обнаружил местный житель на льдине возле села Урицкого Алюкминского улуса. Но уже 13 июня животное привезли в Якутск, где он навсегда поселится в зоопарке Орто-Дойду. Умка сразу стала любимицей сотрудников зоопарка. А вот посетители смогут увидеть медвежонка еще не скоро. Специалисты говорят, зверь перенес сильный стресс, и ему необходимо привыкнуть к новой обстановке и людям. Первый день, конечно, стресс был у медвежонка. Она вообще не ела. А вот уже третий день, как бы она уже кушает. Вы сами посмотрели, что она геркулесовую кашу хлюпает только так. В будущем у нас намечается строительство вольера для бурых медведей. Нынче она уже начнется в 2019 году. А когда закончится, думаем, что вот этот Умка переедет туда. Посетители зоопарка пока не знают, что здесь поселился медвежонок Умка. Знаете, нет, мы не знали. То есть там еще и медвежонок, да? Нет, мы про медвежонка не слышали, мы приехали просто отдохнуть и посмотреть, как обычно, на всех обитателей. Нет, не знаю, честно говоря. Не знаете, да? Нет. Конечно, оказавшись в Орто-Дойду, мы не могли обойти вниманием знаменитых белых медведей Колыману и Ломоносова. Тем более совсем недавно в зоопарке открылся обновленный основной вольер для обитателей Арктики. Предыдущий вольер у нас был без рисунка, и бассейн был очень маленький, да? В данное время бассейн увеличили в 3 раза. Это где-то 300 кубов. И, как видите, разрисовали стену в виде айсбергов. Работу по росписи бассейна выполнили художники Людмила Владимирова и Алена Семенова. Колымана и Ломоносов по достоинству оценили новый водный объект и с удовольствием проводят в нем время. В зоопарке Орто-Дойду сейчас находятся порядка 400 обитателей животного мира. Это единственный зоопарк в мире, работающий в экстремально холодном климате. У него есть возможность принять любое дикое животное и оказать ему необходимую помощь. Денис Тишин, Григорий Охлопков, Хангаласский улус.